Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о причинах пожара в одном из домов на улице Космонавтов. Ну, еще непонятно, что-то хлопало, то ли петарды подложили, то ли что. И на что обратить внимание жильцам таких вот панельных пятиэтажек. Вот видите, вот эта шахта идет, то есть там квартира находится. Покажем мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку в Бугульме. Забрал сумку, убежал. И из-за какой суммы он бил пенсионерку молотком по голове. А также, почему Kia опрокинулась на крышу после столкновения с «Опелем» на Мамадышском тракте и к кому и с чем придет в гости полицейский Дед Мороз. Вы стишки готовили? Да. Это и не только прямо сейчас. Огонь вспыхнул там, где не ждали, в полу. Пожар разгорелся вечером в одном из домов на улице Космонавтов. Сперва загорелся электрощиток в подъезде на втором этаже, затем уже квартира этажом выше. Хозяева в это время были дома, но покинуть жилье не смогли. От входной двери были отрезаны пламенем. Огонь быстро распространялся, наполняя небольшую квартиру жаром и едким дымом. Возгорание щитка и пожар в квартире напрямую связаны между собой. Каким образом и на что обратить внимание владельцам квартир в пятиэтажных панельных домах, чтобы не попасть в такую же ситуацию, знает Айгуль Бадрудинова. Ну, еще непонятно, что-то хлопало, то ли петарды подложили, то ли что. Огонь вспыхнул в электрощитке на втором этаже. Факт установленный. Счетчик квартирный загорелся. Сотрудники управляющей компании, обслуживающие дом, говорят, сам счетчик загореться не мог. Замыкать там нечему. Проводка также была в полном порядке. Недавно все полностью поменяли. Все автоматы, видите, новые. Все соединительные орехи также новые. Вся разводка внутри щита тоже новая. Что стало причиной этого возгорания, предстоит установить пожарным дознавателям. Квартира на третьем этаже загорелась от этого щитка. От кабельной шахты в подъезде в каждую квартиру идет канал. Его не видно, он заканчивается под деревянным полом. Так спроектированы все подобные панельные дома. Вот видите, вот эта шахта идет. Ага. И сейчас там уже темно в квартире, то есть до этого даже свет был виден. Как фонариком светит оттуда. То есть там квартира находится. Вот она, видите? В этой квартире живут мать с сыном. Оба взрослые люди в момент возгорания были дома. Я была на кухне, он-то в той комнате был. А-то я что-то выхожу, я говорю, а что это дым из подъезда, говорю, идет. Чтобы не дышать гарью, рассказывает женщина, вышли на балкон. Подумали, что безопаснее будет на улице, но выйти уже не смогли. Думаю, надо выскочить в этот... Оттуда бегу, а здесь уже вот в углу пламя. И все. И мы не могли выйти. Мы стояли на балконе, дышали, нос, голову высунули туда. На балконе дождались пожарных. Они с помощью масок и вывели людей на улицу. Из соседней квартиры также спасли 2 человек, включая одного ребенка. Еще 11 жильцов подъезда вышли на улицу самостоятельно до прибытия пожарных расчетов. С пламенем огнеборцы справились через полчаса после вызова. Никто не пострадал физически. Но весь подъезд остался без электричества до полной замены сгоревшего оборудования и проводки. Загоревшуюся квартиру предстоит ремонтировать. Коридор выгорел полностью. Комнаты и кухня пострадали от дыма, копоти и воды. По поводу поврежденного подъезда обслуживающая организация не переживает. Дом поставлен на капитальный ремонт в следующем году. Среди работ предполагается и заливка бетоном этих сквозных каналов в электрощитки, через которые затянуло в квартиру пламя. Айгуль Бадрудинова, Константин Бушуев. Вызов 112. Молодая девушка предположительно упала из окна 7-го этажа одного из домов на улице Дубравная. Мать погибшей рассказала, она страдала психическим заболеванием, недавно лежала в больнице, жаловалась на головные боли и совершенно не выносила шум, поэтому почти не выходила из дома. Вечером женщина с внучкой и маленьким ребенком погибшей была в одной комнате, ее дочь в другой. Когда в квартире стало холодно, она зашла к дочери и увидела открытое окно. Ее самой в комнате не было. Что произошло, женщина поняла, выглянув на улицу. Погибшей в ноябре исполнилось 25 лет. Полицейские установили все обстоятельства нападения на один из офисов курьерской службы доставки интернет-супермаркета и потасовки, которая там произошла. Минувшим вечером в помещение склада на улице Читаева, где собираются заказы, зашли 6 молодых человек. Между ними и сотрудниками доставки возник конфликт, переросший в потасовку. Все это запечатлели камеры видеонаблюдения. После чего участники конфликта попытались скрыться. Сотрудники офиса нажали на тревожную кнопку, и нападавшие вскоре были задержаны. В отношении них были составлены административные материалы по части 1 статьи 20 «Мелкое хулиганство».
Статья предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Как сообщили представители службы доставки, их офисы оборудованы пропускной системой и кнопкой вызова группы быстрого реагирования. Все курьеры сервиса застрахованы от несчастного случая на сумму до 2 миллионов рублей. А контроль над пропускной системой после этого случая планируют усилить. В Бугульме по горячим следам раскрыли разбойное нападение на пожилую женщину в подъезде ее дома. Нападавший несколько раз ударил пенсионерку по голове молотком, а когда она прекратила сопротивляться, забрал сумку со всем, что в ней было, и скрылся. Нанес человеку несколько ударов молотком по голове. Он совершенно спокойно рассказывает, как бил пожилую женщину молотком по голове. Как будто для него это обыденность. Мужчина раньше был судим, отбыл срок, освободился. Признался, что нигде не работает, а деньги сильно были нужны. Поэтому и пошел на преступление. Что будет делать, придумал заранее. И осознанно взял с собой молоток. Свою жертву, женщину, которая одна шла по улице, заметил около 4 часов вечера. Следом за ней зашел в подъезд дома. Все, ударил, забрал сумку, убежал. Молотком он ударил потерпевшую несколько раз, метил в голову. Женщина выжила, ее с черепно-мозговой травмой госпитализировали. Добычей налетчика стали 2000 рублей. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, поквартирного обхода, просмотра камер видеонаблюдения, а также опроса свидетелей, сотрудники полиции вышли на лицо, причастное к совершению этого преступления. Подозреваемому 49 лет. Уроженец Чистополя, но уже пару лет живет в Бугульме. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы до 2 лет и штрафом в 1 миллион. Суд принял решение арестовать мужчину на время следствия. Тагир Валиди, вызов 112. Кия перевернулась на крышу после столкновения с «Опелем» на пересечении Мамадышского тракта с улицы Натана Рахлина. Люди в аварии не пострадали, ущерб только материальный, но при этом существенный. У «Опеля» разбита передняя часть, Кия повреждена со всех сторон. Гоняли? Скорее всего. Очевидцев аварии на месте не было. Что произошло на самом деле, выяснить сразу было непросто. У каждого из водителей была своя точка зрения на произошедшее. Да еще непонятно, все сомневаются, вот ждут, что ГАИ скажет. Рассказать, как все произошло, водители столкнувшихся машин отказались. Давайте без комментариев. Но в объяснениях для автоинспекции каждый описал свою точку зрения на произошедшее. Водитель «Опеля» считает, что Кия его подрезала, резко перестроившись практически перед капотом вправо для поворота на улицу Натана Рахлина. Водитель Кия уверен, что перестроился он по правилам и помех никому не создавал. А «Опель» просто врезался в него сзади, после чего мир перевернулся с ног на голову. Разбираться, кто на самом деле нарушил правила движения, автоинспекторы будут уже на детальном разборе происшествия. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, вызов 112. Дед Мороз в погонах в эти дни одаривает подарками, сладостями и развивающими игрушками детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Акция стартовала одновременно во всех регионах страны. Это совмещение полезного с приятным. Детям радость, взрослым облегчение, в том числе и финансовой нагрузки. А для органов профилактики один из способов в интересной форме разъяснить детям правила поведения и безопасности. Пойдем, заводи домой. Давай, заводи Снегурочку, Дед Мороз, заводи гостей, Азамат. В эти дни их ждут с нетерпением и дети, и взрослые. Вы стишки готовили? Да. Кто будет первый рассказывать? Благотворительная акция стартовала одновременно по всей стране. Костюмы Деда Мороза и Снегурочки в эти дни практически форменная одежда сотрудников отделов по делам несовершеннолетних. Такой послушной девочки, которая у нас слушалась весь год, наверное, да, бабушка? Дед Мороз специально приехал к тебе, Дед Мороз. Пригласить домой Деда Мороза стоит не 1000 рублей, не считая стоимости подарков. Позволить это могут не все. Но на детях, тем более в такой праздник, взрослые проблемы отражаться не должны, решили правоохранители. До Нового года они поздравят с праздником воспитанников и учеников подшефных, дошкольных и учебных учреждений, детских домов, школ-интернатов, а также детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе и финансовую. Бусы повесили, встали в хоровод. Весело, весело, встретим Новый год. Помимо детской радости, это еще и большой плюс в плане воспитания и возможность в игровой форме объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо. Вместе со сладким подарком и развивающими игрушками это порой усваивается гораздо охотнее. Вероника Гайнудинова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.